Когда-нибудь у выжженной снарядами земли вновь забьется сердце. Снова будут петь птицы, возвещая миру о начале новой жизни. История расскажет о нас, о тех, кто навсегда остался по ту сторону той страшной войны. Наверное, не всех вспомнят поименно, но многих из нас будут помнить по подвигам. Вы, кому завещано жить на этой земле, сохраните мир, цена которому миллионы природ. Здравствуйте! Сегодня я представляю вам премьеру короткометражного художественного фильма, который снял молодой кабардинский режиссер Анзор Имкужев. В главной роли в этом фильме снимался наш соотечественник, молодой кинематографист, студент второго курса Денис Авицба. Денис, мы с тобой знакомы давно. Я тебя знаю как творческого человека. Ты у меня ассоциируешься всегда или с фотоаппаратом, или с кинокамерой, поэтому твое участие как актера в этой работе меня очень удивило. С кинематографом я познакомился благодаря своим родителям. Отец у меня режиссер, мать журналист, и каждодневные разговоры о кино, старые фильмы и работа моих родителей. Я варился в этом по факту с детства. И какая-то любовь начинала зарождаться еще в садике даже у меня. Я любил брать камеру отца, баловался, снимал. Потом это было таким увлечением моментами. Я думал, что это пройдет со временем. Но любовь все нарастала, нарастала. И вот я полюбил кинематограф и понял, что я хочу пойти в кино. На самом деле, с самого начала я хотел даже быть актером. У меня проскальзывала та мысль, что я хотел сниматься в кино. Но потом я понял, что мне больше нравится руководить процессом. То, как отец на съемочной площадке мой работал, меня это всегда воодушевляло. Он смог объяснять операторам, всем, как нужно снимать, актерам, как нужно вести себя в кадре. И, наверное, в тот момент у меня возникла любовь к режиссуре. Да и моя мама всячески поддерживала мои стремления стать режиссером. Ты меня очень удивляешь, потому что я всегда думала, я видела твой такой творческий потенциал, видела, с каким интересом, с какой любовью ты снимаешь и телепередачи, и кино. Ты у меня работал как оператор в моем игровом фильме «Волк» и снял одни из основных кусков ручной камерой. Никто бы не догадался, что это снимал еще ребенок, тебе было 15 или 16 лет, да, по-моему. Вот расскажи, пожалуйста, как так получилось, что вот свою премьеру в Абхазии ты представляешь как актер? С самого начала мне самому не верилось. Я думал, я приеду в Абхазию и покажу свою курсовую работу, либо дипломную. Но судьба распорядилась тем, что я стал сниматься в фильме. Как это произошло? Мне позвонила моя подруга с института и сказала: Денис, приходи, режиссер ищет актера. Я усмехнулся, сказал: ну, я в актеры нет. У вас уже был курс актерского мастерства на твоем курсе режиссерском? В тот момент уже, да, мы проходили элементарное ПФД и какие-то... Что такое ПФД? Память физических действий. У нас был предмет речь, культура и техника, но как игра, как такового не было на сцене. То есть мы проговаривали чистоговорки, стихи, но как игры, как такового у нас не было. То есть опыта у тебя не было вообще никакого? Ну, какой-то был, когда я играл у своих однокурсниц где-то, либо же друзья попросили просто в какой-то короткометражке посниматься. Ну, такие немногочисленные роли, и не первого плана уж точно. И ты решил пойти просто на кастинг? Да, просто вот так вот решил, а вдруг? Ну, а вдруг? На самом деле, да, я подумал, а вдруг, в принципе, я же в детстве хотел. Ну и... А ты знал, что это фильм о герое Советского Союза? Я ничего не знал. Я только слышал то, что это режиссер Анзор Имкужев, и он был у всех на слуху, и сейчас тоже у всех там. И все его очень хвалили. Я подумал, ну почему бы нет хотя бы познакомиться с режиссером? Я пошел, я зашел в аудиторию, я опоздал на минут 20 примерно. Режиссер на меня посмотрел такими глазами, как вот, что ты опаздываешь? Я так: здрасте. Все, зашел. Он на меня посмотрел, остановил мальчика на сцене, сказал:
как тебя зовут? Я говорю, Денис. Выйди на сцену, скажи что-нибудь. И какой-то элементарный текст я проговорил. Он попросил меня рассказать стихотворение о войне. Я ему рассказал. Он посмотрел на меня, выслушал остальных и попросил меня остаться в конце. Фотографировал меня и потом в конце, уже в самом конце кастинга сказал, я тебе позвоню. Мы с тобой поговорим. Я говорю, хорошо, без проблем. Но как такой надежды, что меня возьмут на главную роль, не было. Ну и что было дальше? Этим же вечером мне позвонили и сказали, вы будете главным актером у нас. Позвонил Анзор и сказал, поздравляю тебя, ты прошел кастинг. Когда ты узнал, что это фильм о герое Советского Союза? Когда уже мне предоставили сценарий, и я прочитал его, я посмотрел, узнал, мне Анзор, мы встретились, обговорили все тонкости, как, что, почему, и я только тогда уже узнал, что мне выпала доля исполнять роль главного героя Советского Союза. Это было очень серьезным и ответственным заданием для меня. Я смотрела работу, и меня удивило, насколько ты через себя пронес какой-то стержень вот этого героя. В тебе режиссер увидел некий такой пластический больше, вот не актерский, почему я тебя столько спрашивала, было ли актерское мастерство и так далее. То есть в твоем пластическом облике, в твоих каких-то жестах, в поведении он увидел вот этот вот стержень мужчины. Герою, я поняла, так и было, столько же, там 21 или 22 года, 21. Да? Даже вот эти короткие планы, которыми снят твой персонаж, не до конца отыгранные, в целом складывается вот этот образ этого героя, ты понимаешь? На самом деле было очень сложно именно осознать, что ты играешь именно его, и вообще сама вся ситуация, когда ты остаешься один в окопе, и все твои близкие помощники находятся где-то там далеко, а ты остаешься один, и ты должен хоть как-то держать оборону. Ну, было сложно через себя это пропустить, так как я не был в такой ситуации, но благодаря истории моей матери о том, как мои деды воевали, то есть у нас все же остатки войны в нашей семье остались. И по рассказам отца о войне, матери, от ее отца. Вот я знаю, Денис, что в семье твоей мамы была страшная трагедия. Это 4 сына, да, твои прадедушки, 4 человека не вернулись с Великой Отечественной войны. Я знаю, что ты написал сочинение об этом, когда еще был ребенком и получил гран-при и все прочее. Да, маме очень сложно вспоминать эти моменты, да, и она мне это рассказывала в таких красках, что я по ее рассказам я почти что там был, когда все праздновали то, что закончилась война, а мои бабушки и дедушки оплакивали на могиле их. И поэтому это оставило след какой-то. И, наверное, именно поэтому я как-то попытался и, наверное, кажется, смог даже прочувствовать эту всю атмосферу. Как вообще это происходило? Я оставался один в обнимку с винтовкой в окопе, в холодном окопе. Сам режиссер мне всячески помогал, советовал, говорил, как лучше, попробуй подумать так, сделай вот так, отыграй вот так. И мы экспериментировали. И я думаю, благодаря этим экспериментам я... То есть было несколько вариантов, было много вариантов, помимо того, что мы увидели в работе. Пробников было много, но сценарий был один. Ты же будущий режиссер. Я думаю, в процессе работы со сценарием уже для себя как режиссер сам выстраивал какую-то линию этого образа. Правильно я говорю? Да. Я как только получил сценарий, я концовку избегал, я ее не читал. Когда тебе дали читать сценарий этого фильма, не дочитал его до конца, получается. Финал ты не прочитал. Нет. Я догадывался, на съемочной площадке режиссер там пару раз упоминал этот момент, но когда речь об этом заходила, я отворачивал голову и уходил в сторону. Я не хотел почему знать. Ты так поступил? В какой момент ты решил, все, дальше не читаю? Это связано с каким-то твоим восприятием и образом? Я не хотел знать конец. Просто не хотел. Мне самому нужна была интрига. Я не должен был знать, что было в конце. Я догадывался, что там должно быть, но чтобы, наверное, почувствовать все это происходящее, мне нужно было как-то от всего абстрагироваться. Когда я дошел до момента, когда главный герой Хусейн Андрухаев остался один и отозвал всех своих бойцов на фронт. Вот, это был тот момент, когда ты остановился. Да, тут я понял, что впереди будет только
все намного эмоциональнее, сложнее. То есть, когда я дошел до этого момента, я понял, что дальше конец. И как бы я знал, что он умер в 21 год. Я понимал, что он пожертвовал, но я не хотел знать до конца, как именно он пожертвовал. То есть я не знал тех тонкостей, то, что он оставался целые сутки, держал оборону, таскал на себе пулемет «Максим», отстрелялся от всех орудий. То есть это я узнал только на съемке, когда мне уже сказали, ну, концовка, последние дубли, я открывал сценарий, смотрю, понимаю, что да, я был прав, кажется, вот так все и закончится. И в тот момент я уже по-настоящему со страхом в глазах начал все это делать. И этот пулемет, который я тащил, я когда... Сам режиссер специально меня вводил в такую атмосферу, он не говорил мне, где все спрятаны заряды. И некоторые взрывы, о которых я, к сожалению, не знал, были прямо у моего лица. Я, само собой, пугался. Я оглох на левое ухо почти на 30 секунд, когда я проползал по земле, и там была линия снарядов. Там был не один, а несколько снарядов. Я оглох, пытаюсь ползти, вижу сзади камеры, режиссер говорит: ползи, ползи, давай, давай. И я уже, знаете, со страхом даже полз. Я боялся, а вот где-то вот по-любому еще где-то спрятан снаряд. А вдруг по-настоящему, да? Я да? вот по-настоящему боялся, пока я полз к пулеметчику, я думал, где сейчас рванет. Теперь понятно, откуда эта естественная, реальная реакция была у тебя. Давай уже будем завершать наш разговор. Я думаю, что мы с тобой обязательно встретимся в проекте, посвященном именно кино, и уже с твоей режиссерской работе, и поговорим более подробно и о профессии, и о кино. А сегодня все-таки мы посвящаем этот показ 9 мая, Дню Победы. И мне бы очень хотелось от тебя услышать, как от молодого человека, от человека уже, наверное, 4-го поколения, насколько это вообще на твою жизнь, как ты думаешь, повлияло. Когда твой герой кричит, что он кричит? Я буду жить. Я буду жить, идя на смерть, да? И это было и сделано, и сказано. Что-то должно было с тобой произойти по-человечески тоже. Для меня лично это был, во-первых, большой опыт, во-вторых, переоценка ценностей, как минимум. Я понял, что люди молодые шли реально на войну и реально умирали. То есть 21 год, он почти мой ровесник. И он совершил большой героический поступок для всей страны. Поэтому, наверное, что-то во мне тоже изменилось после этой картины. Я не сомневаюсь, внимательнее к тебе присмотревшись, увижу в тебе вот этот стержень. И мне это очень приятно. Я желаю зрителям хорошего просмотра и еще раз поздравляю с большим праздником 9 мая. Двоих точно, и одного ранил. А ты? Не знаю. После 3-го сбился. Они падали, вскакивали, бегали, ползали, потом опять падали. Ты молодец, Коля. Вы все молодцы. Отлично выполнили задание. Вот вы, товарищ политрук, нас хвалите, а сами скольким немцам сегодня похоронки выписали? Товарищ старший лейтенант. Все живы? Так точно. Хусен. По данным армейской разведки, немцы потянули на наш участок фронта несколько элитных дивизий. Среди них Адольф Гитлер, Викинг и Великая Германия. Удержать высоту любой ценой. Удержать высоту любой ценой. Юнкерсы. Весь взвод. Я один ранен.
Коля! Потери и правда огромные. Как он? Жив, но без сознания. Ты ранен. Царапина. Хусейн, тебе нужно в госпиталь. Ему нужно в госпиталь. Ему и еще 2 десяткам солдат. Хусейн, Я в порядке. товарищ младший политрук. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Там ребята со 2-го взвода взяли 2 пленных. Старшина допросил их. Тут такое дело. Говорят, завтра назначено наступление. И нас просто сравняют с землей. Steh auf! Bereite dich auf einen Angriff vor! Schneller, schneller! Немцы планируют масштабное наступление. Так что на вас вся надежда. Пулеметы должны работать безотказно. Товарищ политрук, командир роты зовет. Не подведи. Так точно. Товарищ старший лейтенант. Хусейн, присядь. Надо поговорить. Немногие из нас переживут этот день. Я еще раз допросил пленных. Немцы получили приказ прорвать оборону, не считаясь ни с какими потерями. Ну, а наш приказ ты знаешь. Йотлан. Что это значит? Будь мужчиной или умри. Так у нас говорят. Halt! Товарищ политрук! Был приказ. Без команды не стрелять. Ждем. Отставить огонь! Залегли. Надо беречь патроны. Да, надо. Уже 5-я атака за сегодня. Связь! В командный пункт попала граната. Какая к черту связь? Что делать, командир? Оставаться здесь нет смысла. Высота потеряла свое значение. Надо забрать всех раненых. Отступайте. Коля, ты старший. А ты? А я вас прикрою. Товарищ политрук, я останусь. Вам нужно уйти с ротой. Вы командир, вы ранены. Это приказ! Выполняй. Не теряй времени. Хусейн, братик мой, ты должен жить.
Я буду жить. Обещаю. По крайней мере, столько, сколько понадобится на ваше отступление. Что ты сказал? Я говорю, оставь мне 2 противотанковые гранаты. Уходим. Хусен. Катя! Кать! Ну. Он остался там, чтобы прикрывать наш отход. Почему вы его оставили? Почему он остался там? Почему? 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 Катя! Вот ты где. Вы уж простите мою дочку. Квартировал у нас Хусен. Привязалась она к нему. Хороший он, добрый. Ну что, стреляют еще? Значит, жив наш чернявенький. Стоять! Ты куда? Он там один. Один против своры злобных псов, а мы... А мы? А мы выполняем приказ. Ну не могу я так, понимаешь? Не могу. И я не могу. Но я делаю. Он остался там, чтобы ты жил. Чтобы они жили. Чтобы дальше этих гадов били. И ему надо продержаться несколько часов, пока мы не дойдем до своих. Иначе все напрасно. А он? Как же он? А он уже бессмертный. Blieb nur ein Schützen da.
beweis нам! Со склонов гор герои спустятся, и среди них молодой поэт. Там под Луганском жизни Русские не сдаются! всегда лежать в сырой земле. Он родом из аула Корнова, по крови он адык, и в 21 год бессмертие шагнул он подвиг совершив. Не подпускал мысль отчаяния, врагов отвагой удержал. И сутки продержал осаду он, атаки духом отражал.